Бисмиллахи рахмани рахим. Здравствуйте, друзья мои. Сегодняшнее мое выступление посвящено событиям Германии. Я говорю сегодня от имени Совета чеченских старейшин в европейских странах. Нас эта проблема очень сильно взволновала, нас это коснулось, причем меня самого это чрезвычайно удивило. Как это так? В цивилизованной стране, в Германии, идут повальные рейды полиции, тысячные отряды. Что происходит, господа? Куда мы попали? Мы что, возвратились во времена нацизма? Мы что, возвратились в те времена, когда евреев арестовывали без предъявления, безо всяких предъяв, так сказать, громили их магазины? Что происходит? Ведь сегодня уже 21 век. Ведь такие вещи-то не положено этого делать. Как это так? Такое вызывающее, грубейшее нарушение прав человека. Будь то чеченцы, будь то арабы, будь то другие люди других национальностей. Но ведь подобным образом в цивилизованной стране нельзя этого делать. Кто-то же должен нести за это ответственность. Об этом мы поговорим, об ответственности. Мне эти события напомнили аналогичные действия полиции в Испании в 2008 году. Когда арестовывался один единственный беженец, Мурат Гасаев. Вот точно так же был оцеплен. Целый квартал, показывают по телевидению все это. Оцеплен квартал. Вооруженная полиция в масках, в защитных мундирах. Одного единственного человека арестовывают подобным образом. Что же это? Как это расценивать? Это, наверное, то деяние прошло без всяких последствий, наверное, и в других странах, и в Австрии, и в Германии теперь вот начались подобные рейды. Но это страшно, господа. Причем, если мы коснулись Мурата Гасаева, я хотел сказать бы о следующем, что этого человека вернули. Вернули после того, когда поднялся небывалая реакция правозащитников, можно сказать, даже всего мира. Правительство ни Испании, ни России не ожидало такой реакции. Они думали, кремлевские убийцы, истязатели, они думали, что убьют этого парня потихоньку, запытают, и все будет шито-крыто. Однако нет. Благодаря именно юристам, благодаря правозащитникам резонанс был, и этот парень был освобожден. И сейчас он находится в Европе. Вот так люди могут сообща работать. Вот так вот действуют действительно люди, имеющие в себе человечность. Мы будем надеяться, что такие сохранились люди. Иншаллах. Мне вот в связи с этими событиями, в связи с поездкой Меркель к Путину, такие ассоциации возникают, как
Может быть, госпожа Меркель решила таким образом ублажить своего коллегу, ублажить Путина, сделав подарок Путину. Вот, мол, посмотрите, что мы с чеченцами делаем. Это мы их так наказываем. Это вот мы презент вам делаем. Но в этой ситуации у меня возникают ассоциации с другими странами. С Азербайджаном, с Грузией 2000-х годов. Где тоже при визитах Алиева, при визитах Шеварднадзе, Саакашвили такие презенты делались. Но там были презенты кровавые. Там были презенты не просто одного-двух. Там выдавались чеченцы пачками. И вот представьте себе, вот мы вступили в новое тысячелетие, отдают на растерзание, зная о том, что эти люди будут убиты, зная о том, что их будут терзать, их будут пытать нечеловеческими пытками, все-таки этих людей выдавали этой России. А теперь все это выхлестнулось на Европу, в самые цивилизованные страны, в Германии и так далее. Хорошо, этих людей, ну, допустим, есть виновные, я не отрицаю. Но а почему их должны выдавать российскому режиму? Что это? У вас что, в Германии, в Швеции, в других странах европейских нет своих тюрем? Нет своих мест заключения? Ведь у вас же они есть. Но зачем брать вам грех на душу? Зачем, зная о том, что над этими людьми будут издеваться, зачем вам их выдавать? Ведь это великий грех на душу. И есть и существует воздаяние за это зло. И оно будет воздано. Вы этого не знаете. Есть воздаяние за зло. Я просто не буду сейчас приводить примеры и так далее. Это же оборачивается все равно. Хотите вы того или нет? А куда же смотрят правозащитные организации? Ведь на ваших глазах это все происходит. Где Human Rights Watch? Где Amnesty International? Где правовые комитеты Организации Объединенных Наций? Совета Европы? Их же масса. На ваших глазах происходит беззаконие. На ваших глазах происходит тотальное нарушение прав человека. Почему вы это допускаете? Как это можно? Я обращаюсь и к имамам мечетей. А вы почему молчите об этом? Почему вы в своих мечетях не говорите об этом грубейшем нарушении прав человека? Ведь вы это должны доводить до умов тысяч, миллионов мусульман и говорить, вот что происходит в этой же Германии, в Австрии, в Швеции и так далее. Это вы должны говорить. Я понимаю, что ваши хутбы, как ваша деятельность, каждый ваш шаг находится под контролем спецслужб. Но вы это делаете благое деяние, защищая это общество, в котором вы живете. Ведь это нарушение прав человека, которое вы не должны в том числе допускать, о котором вы должны говорить. Это страшное деяние, господа. Говорят о том, что готовился акт по взрыву синагоги. Да, докатываемся и догадываемся, к чему и как это. Каким образом вбивается клин уже не между
арабами и евреями, израильтянами, шиитами, евреями и так далее. А вбивается уже клин между чеченцами и евреями. Вы слышите меня, израильтяне? Между нами целенаправленно вбивается клин. А я вот вам что скажу. Никогда настоящий чеченец не пойдет на эти деяния. Ибо ему запрещено. Ему запрещено это традициями, культурой, религией, в которой он воспитан. Настоящий чеченец никогда не поднимет руку на невиновного человека. Это запрещено. А те, кто укрывается в мечетях, в синагогах, в церквях, категорически запрещено. Они находятся под сенью Бога. А тут на тебе, взрывать собрались. Нет, вас вводят в заблуждение, дорогие мои. Вот в связи с этим инцидентом, будем так говорить, инцидент, провокация, что я не знаю, как это назвать, у меня даже слов нет. У меня возникает и вот в связи с синагогой, в связи вот именно с попыткой посеять раскол между чеченцами и евреями, я вспоминаю книгу, которую я читал лет 40 назад. Она называлась «Великая или Святая Инквизиция» под авторством Виноградова. Там я прочитал ужасные вещи. Представляете, по поводу убийства людей, по поводу не то что убийства, сожжения людей, евреев. Собирались праздники, устраивалось аутодафе, сожжение людей. И говорю я вам, это делали не мусульмане, а вернее, это были евреи, которые остались после реконкисты, после того, как арабы покинули Кордовский халифат, которые покинули Испанию. Но евреи были в то время на высоких должностях, но они были в качестве визирей, в качестве министров. Ну и масса евреев подумала, что им ничего не будет грозить. И они остались жить в Испании, но они жестоко обманулись. Начались страшные репрессии, начались страшные преследования под названием Инквизиция. И было погублено миллионы ни в чем не повинных евреев. Многих из них сжигали, топили, заражали болезнями. И вот по поводу этого собрались раввины и сделали завещание, или, можно сказать, обращение к своим евреям. И вот что было сказано. Если вас сжигают, если вас убивают, если вас незаконно сажают в тюрьмы, издеваются над вами, сделайте так, чтобы ваши дети, ваши внуки стали судьями, адвокатами, лучшими юристами. Если вас травят болезнями, заразами, ядами, сделайте так, чтобы ваши дети, ваши внуки стали лучшими врачами, лучшими аптекарями, лучшими фармацевтами. И мы видим, что завещание раввинов воплотилось в жизнь. И вот я обращаюсь теперь к чеченцам. Уважаемые соплеменники, возьмите пример вот именно с этого завещания и сделайте так, как просили раввины, как завещали раввины евреям. Да, чеченцы выдающиеся спортсмены,
Да, чеченцы достигают высот в спорте, становятся на высшие ступени по борьбе, по боксу, вольная, без правил и так далее, разные типы борьбы. Но, а где же эти высоты? Где же чеченцы-юристы? Их нет. Вы оставляете свой народ незащищенным, господа, соплеменники, друзья. Поэтому над нами творят вот эти вот преступления. Поэтому нас выдворяют, депортируют, издеваются, убивают. 300 тысяч убито. Страна разорена. Кто понес за это наказание? Почему Сталин и эти люди не наказаны за депортацию? А ведь нам завещано нашими предками о том, чтобы не оставить это преступление безнаказанным. Я родился сам в депортации. Я бьюсь как рыба об лед, пытаюсь что-то сделать, но я совершенно одинок в этой борьбе. Я себя чувствую, может быть, там кто-то старается, что-то делает. Поэтому, суммируя все то, что сказано, я прошу своих соплеменников, примите все это во внимание, сделайте соответствующие выводы, не подвергайте свой народ истреблению, ведь может все случиться. Дал алыш дойлой, дал этто бойлой, дал дикнак дойлой. Спасибо за внимание.